Новое радио. Новое радио, новое радио. Ну что ж, дорогие друзья, гостьей нашего сегодняшнего эфира является генеральный директор швейной фабрики Touchtex и первого отечественного бренда детской одежды «Фасунак» Азиза Касими Раджабова. Здравствуйте, как доехали? Здравствуйте, прекрасно. Как у вас дела, как настроение? Отлично, у вас как? У нас, как всегда, на новом всегда хорошо, все по-свежему, все по-новому. Это радует. Первый вопрос. Touchtex и Фасунак — разные направления, и что это? Touchtex — это непосредственно современное швейное производство с инновационными технологиями. Это швейная фабрика. А Фасунак — это первый отечественный бренд детской одежды. Так это уже является брендом, да? Да, это бренд, который мы продвигаем, который отшивается на этой фабрике. Второй вопрос. Ткани, сырье, дизайн. Откуда вы все это берете? Ткани мы закупаем, к большому сожалению, из-за рубежа, так как до сих пор в нашей стране не производим стопроцентный хлопок, то есть трикотаж. Я очень надеюсь, что в скором будущем мы будем производить одежду из своего сырья. Это будет замечательно, Да, наверное. это так должно быть, так как мы продаем свой хлопок и получаем его потом в готовом виде, в виде одежды, и покупаем это втридорога. Это очень обидно. Понятно. А если не секрет, то из-за рубежа это откуда? Это Узбекистан, это Турция. Как вы пришли к реализации данных проектов? Что вас подтолкнуло на это? В первую очередь подтолкнуло то, что мы, заметив и проанализировав, заметили, что в нашей стране не производится одежда. И почему мы это не можем сделать, как и в других странах? Почему мы не можем производить ее сами и качественно отшив продавать по доступным ценам? Что нам мешает? У вас вещи исключительно женские или есть мужские тоже? Фасунак — это детский бренд одежды. В ближайшем будущем планируется и одежда для взрослых, то есть для мужчин и женщин. Понятно. Просто я знаком тоже с таджикскими брендами, такими как Джома. Я думал... Есть, но не на таком большом производственном уровне. Ага. То есть у нас есть какие-то мелкие бренды, которые пытаются что-то сделать, но когда они пытаются отшивать, есть несколько отечественных брендов, которые придумывают гениальные идеи, но им приходится отшивать это за рубежом. У нас нет именно производственного цикла полного в Таджикистане. Это получается, у них есть идея, да, но они как бы обращаются к другим странам для реализации, да, а потом уже как бы привозят в свою страну. Да, привозят, и, соответственно, у них затраты происходят, и цена потом увеличивается. А в Touchtex мы принимаем заказы и от частных лиц, и от предприятий, и от тех, кто просто хочет создать свой какой-то бренд, потому что у нас полный цикл, у нас начиная от идеи, от создания одежды до упаковки и реализации. То есть... В принципе, все ясно теперь. У нас есть следующий вопрос. Какие были трудности в создании самих проектов и были ли вообще они? Да, трудности, конечно, они будут в создании любых проектов. С чем мы столкнулись, это с нехваткой специалистов. Ага. Так как легкая промышленность, а именно текстильная в Таджикистане, она не развита, хотя в советское время она была на первом месте. На данный момент у нас очень мало специалистов, в которых мы нуждались. Из-за этого мы приглашали специалистов с Турции, с других стран, которые помогали нам реализовывать какие-то моменты и обучали наших людей, то есть наших сотрудников. И только потом мы смогли выйти на какой-то уровень. В принципе, ясно. Учение, свет, как говорится. Нужно развивать текстильную промышленность именно в Таджикистане. Молодые студенты, они потом закончат и найдут себе работу. Да, достойную работу, да. Рынок сбыта продукции. Это, вы как-то сбавляете свой товар в другие страны? В какие страны? Нет, пока что рынок сбыта продукции — это в первую очередь наша страна. Только Таджикистан? Сейчас, на данный момент, наша основная задача — это обеспечить наш народ нашей продукцией. То есть это распространить нашу одежду, ознакомить с нашим брендом, а также фабрикой. Это
весь Таджикистан. А дальше, конечно, в планах у нас большие планы. Мы хотим выходить на экспорт, принимать заказы от клиентов с рубежа, а также выходить под своим брендом. Это считается как бренд, так, да? Да, то есть Фасунак и бренд, который взрослой одежды мы вот в ближайшем будущем запустим. В принципе, ясно. Следующий вопрос. Кто вы по профессии и ваша деятельность? Я сама закончила британскую высшую школу дизайна, профессия промышленный дизайнер. Именно промышленный дизайнер, то есть это дизайнер, который работает именно в большом производстве, учитывая весь цикл производства от А до Я, грубо говоря, в котором распределять обязанности, в котором нужно соединять все эти отделы, и только потом ты получишь конечный итог. Пока мы учились, у нас была большая практика, мы изучали все производства, то есть это мебельные, это ювелирные, это свет, это посуда, это все, что человек изготавливает и использует в своей жизни, то есть поэтому я и работаю сейчас в промышленном. Понятно. А как долго вы учились? 4 года. 4 года. Да. Вы учились в Таджикистане или же за пределами? Нет, да, в Британии. А, прям в Британии? Да. Понятно, ясно, это очень хорошо. Ну что ж, следующий вопрос. Есть ли у вас в планах открыть еще магазины? На данный момент бренд Фасунак, наш брендовый магазин, он есть в Худжанте, есть в Душанбе на нашем рынке Кормон, а также завтра у нас планируется открытие в торговом центре Садбарк. Будет очень приятная акция 2+1. Я думаю, многих это заинтересует. Наши клиенты в Инстаграме уже собираются. Это хорошо, это хорошо. Да. Следующий вопрос. И звучит он так. Конкурентоспособность и есть ли аналог данных проектов? Конкуренция. У вас есть вообще, в общем, конкуренты в нашей стране? Как мы считаем, что основные конкуренты наши — это сам рынок, это товар, который люди привозят за рубежа. То есть это товары, которые привозят с Китая, с Турции, с Бишкека, из других стран. То есть пока мы не вытесним их, они по-прежнему остаются нашими конкурентами. Но мировоззрение таджикского человека идет так, что он поддержит своего предпринимателя, он поддержит свой бренд. Пойдя на базар, если он увидит футболку, на которой написано Нью-Йорк, Сан-Франциско, Париж там, или еще что-то, и рядом будут футболки наши, которые очень хорошо идут, Душанбе, Кулоп, Помир, и там все это в таком детском принте, которых самих детей это интересует, и они сами хотят такой футбол купить. То есть человек сам заинтересуется. Мы не навязываем такое, конечно, это как одна из линейка нашего бренда, это какая-то изюминка таджикская. А так мы производим такие же вещи, которые не уступают по качеству и по цене дорогих брендов, которые привозят у нас. Так как китайские вещи, которые привозят по той цене, которую мы продаем, они намного уступают по качеству. Мы стараемся сделать наш продукт качественно, доступно по цене и, соответственно, стильно. Следующий вопрос. Команда и сотрудники. По каким критериям шел подбор? Примерное количество ваших сотрудников. Ну, как и на любом предприятии, сотрудников набирают по специальности, той, которая нужна. Но мы также приветствуем, которые только закончили, возможно, у которых нет какого-то опыта или стажа. Мы всегда за стажировку, за практику. Даже тех самых швей. Мы набираем швей, у нас есть отдельная линейка, которая проходит обучение месяц. Только потом они приступают к основной работе. Также касается и других сотрудников. Мы стараемся сплачивать наших сотрудников, создавать единую команду. Это нелегко, но это очень большая задача, так как в предприятии более 100 человек на данный момент. Более 100 человек? Да. Вау, это очень Поэтому масштабно. нужно их сплачивать, нужно их постоянно напоминать, что они большая, дружная семья. Ну да. Мы всегда говорим сотрудникам, что у них было желание. Главное — любить то, чем ты занимаешься. Вот Если я вижу, что человек спит на работе, если я вижу, что он из-под палки работает, а если я вижу сотрудника, который готов остаться на работе до 10 или прийти туда в 6 утра, если это нужно, а бывают и такие моменты,
то я вижу, что человек любит свою работу. У нас сотрудники многие, они любят свою работу, они любят свою фабрику. То есть это наш второй большой дом. Последние два вопроса. Первый вопрос, это ваш первый проект? Нет, первый проект был текстильный салон по пошиву штор, курпачей, покрывал и так далее. Но там индивидуальный подход, то есть там мы работаем на одного клиента. Там ателье из 3-4 швей. То есть, вы понимаете, это эти объемы и объемы на сегодняшний день. Там совсем другая линия, там именно идет дизайнерский подход под клиента. И этот проект до сих пор существует, наш магазин Deco Home, да, он на Дом печати, шоурум наш очень. Это просто вау. И последний вопрос. Что вы можете пожелать отечественным молодым стартаперам? Прежде всего хочу пожелать успеха, конечно же, и не бояться, не сдаваться и развиваться во благо нашей страны, так как я сама изначально, когда закончила университет, горела желанием уехать и жить за границей. Но только спустя некоторое время ты понимаешь, что ты должен развиваться внутри своей страны во благо и поднимать свою страну. Только потом ты можешь подумать куда-то уехать, потому что у нас, как говорят зарубежные специалисты, непаханное поле, на котором можно ставить такие проекты грандиозные. И нужно просто не бояться. Я знаю, что это очень сложно. И самое главное, поддерживать друг друга. Очень часто сталкиваемся с тем, что молодые предприниматели и бизнесмены, они не поддерживают друг друга. Тут самое важное — это поддерживать. Мы все за одно. Развиваться, сделать что-то лучшее для нас, для наших жителей. Так давайте все будем жить дружно, как говорится. Это правильно, это правильно. Ну что ж, вот таким вот был эфир. Это была рубрика Touch Star, и у нас в гостях была Азиза Касими. Не забываем про наше онлайн-вещание www.newradio.tj. Ну что ж, дорогие друзья, и сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч, до свидания. До свидания. До свидания. Очень приятно, спасибо. Новое радио.